Уважаемые товарищи, сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе Манас кыргызского народа. В предыдущих передачах я рассказывал вам об наиболее выдающихся сказителях эпоса Манас, как развивалось искусство сказительства. Я рассказал вам о творчестве выдающегося монаши-сказителя Сагынбая Оразбакове. Сегодня я хотел бы продолжить свой рассказ в этом русле и поведать вам о втором великом нашем сказителе Саякбае Каралаеве. Саякбай Каралаев родился в 1894 году в селе Акулон Прижевальского уезда Семиреченской области Российской империи. В нынешнее время это село Акулон находится в Томском районе Сыкульской области. Отец Саякбая Каралаева, Карала, был из рода Арых племени Бугу. Из-за материальных затруднений с юных лет Саякбай работал у различных богачей по найму. В 1916 году, как вы знаете, произошло восстание кыргызов и казахов против царского правительства из-за принудительной мобилизации населения, мужчин, лиц мужского пола на принудительные тыловые работы. Это восстание было жестоко подавлено, и большинство населения было вынуждено бежать в Китай. А затем в 1918 году Саякбай Каралаев после установления советской власти записался добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную армию. И на протяжении всей гражданской войны до 1922 года он воевал на Туркестанском фронте с белогвардейцами и басмачами. А после войны он 6 лет до 1928 года работал председателем сельского совета народных депутатов в селах вблизи города Прижевальска. Нынешний сейчас это столица Сыкульской, это столица Сыкульской области, Каракол. И вот он там работал в течение 6 лет председателем. Что касается самого поэтических способностей Саякбая, то они проявились уже в детстве. Он, значит, в это же время услышал отрывки из народного эпоса Манас от своей бабушки. После этого он начал учиться у нее эпосу Манас. И он это свое искусство показывал во время службы в рабоче-крестьянской Красной армии и исполнял отрывки из эпоса Манас для своих товарищей по службе. Ну, а профессиональным исполнителем эпоса Манас Саякбай Каралаев стал в конце 1920-х годов после знакомства с известным монахом Чуики Уморовым. Он жил в селе Маман, Сыкульской области. А Саякбай Каралаев в то время был председателем сельского совета в этом селе. Убедившись в даровании Саякбая, значит, Чуики Уморов начал его учить искусству монашеству в своем доме. И он учил Саякбая в течение нескольких лет. И эти усилия не пропали даром. В 1930 году Саякбай Каралаев был приглашен
в столице нашей республики, в Фрунзе, в качестве профессионального монастыря. Надо сказать, что Саакбек Харлаев имел очень хорошую память, был хорошо знаком кыргызским народным фольклором. Он мастерски исполнял отрывки из эпоса «Манас», прекрасно импровизировал. А затем в 1930-40-х годах прошлого столетия он при помощи фольклористов Ибраима Абдрахманова, Джунуша Ириса, Керима Джумабаева и Курман Кадырбаевой записал часть трилогии «Семетей Сейтек», затем такой же, как мы говорим, малый эпос «Эртоштюк». Все вот эти его труды были высоко оценены современниками его. И наш выдающийся писатель Чингиз Айтматов называл Саакбека Харлаева Гомером 20 века. Скончался Саакбек Харлаев 7 мая 1971 года во Фрунзе в возрасте 77 лет. Похоронен тут же во Фрунзе на Ларчинском кладбище. Вот и все, что я хотел вам сказать о втором нашем великом монастыре. В следующих передачах я попытаюсь вам рассказать об особенностях его сказительского искусства, как от него были записаны вот эти части трилогии эпоса «Манас». А затем расскажу о других великих наших сказителях. Сейчас мы продолжим читать, значит, мою книгу, мой роман «Эпос Манас». В прошлый раз мы остановились на том, что Бай Жактып и его жена Чиэльды увидели хорошие сны. Встав со своего места, Жактып вышел и направился к Багдолот, младшей жене. Когда разгневанный Бай подходил к ее юрте, то внезапно услышал по духам детский голосок. «Отец, почему печалишься, сходишь с ума? Имея бесчисленные стада, жалеющих, как последний крохобор». Жактып, опешив, с удивлением посмотрел по сторонам, но никого не увидел. Нельзя было не уходить от жены старшей, подумал он тихо молча. Уронив непрошенную слезу, он поспешно пошел обратно домой. В Багдолот в это время только проснулась. Когда она встала, то услышала чьи-то шаги возле юрты. Однако никто не вошел в дом, а стал удаляться. Удивленная этим, Багдолот выбежал наружу и увидел невдалеке Жак. «Добро пожаловать, Бай!» — приветствовал он мужа. «Как ты, милая, ласково улыбнулся старик. Бай, вы на что-то злитесь? Вы почему-то сильно раскраснелись. Я злюсь на слова старшей жены. А что она такого сказала, что вы так рассердились?» Я ей рассказал свой ночной сон. Начал объяснять Жактып. Во сне я приобрел грозную птицу, которую боялись птицы в небе и звери на земле. Услышав об этом, она сказала, что тоже видела сон. Во сне она съела белое яблоко, после чего ее живот наполнился. Она родила дракона, который заменил коня. «Боже мой, какие прекрасные сны!» — восхитилась Багдолот. Чиэльда сказала то же самое. «Так почему же вы злитесь?» «Как мне не злиться?» Чиэльда, чтобы эти сны стали вещами, предложила забить 40 кобылиц. Разве это дело? «Бай», — сказала Багдолот, задумчиво посмотрев на мужа, «прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте рассказать свой сон». «И ты тоже видела сон?» — удивился старик. «Пожалуйста, рассказывай, слушаю тебя внимательно». «В моем сне вы взяли правой рукой пятнистого ястреба и вырастили его с любовью. Куда бы вы его ни направили, все замирали перед вами. Если ястреб в доме начинал врываться, остальные две мои птицы приходили в ужас и старались укрыться от него.
Если видела такой сон, то пусть Бог тебе поможет в делах. Я очень удивлен, чтобы сделать вещами эти сны, может, стоит забить побольше скота? Что жалеть этот бесчисленный скот, если он останется бесхозным? Горестно покачала головой Багдулат. Сколько голов просила забить Чирда? 40 жеребцов. Если она попросила забить всего 40, то пожадничала. Мыба, если ты не против, забей их 80. Что? Вытаращил глаза Жак. Видимо, ты, как и Чирда, лишилась ума. Ты тоже говоришь, что надо забить скот. Что это за бред? Знаешь ли ты, что если будешь заботливо ухаживать за скотом, он быстро размножится. А у кого много живности, то ты будет ханом. Я не буду слушать твоих безумных слов, жена. И не буду трогать скотину. Если уйдет от меня богатство, мне придется влачить нищенское существование. Багдулат, разрыдавшись, схватила за руку Жака. «Бай, что вы говорите?» – взмолилась она. «Вспомните о своем возрасте, о своих 50 годах. Несмотря на богатство, вы столько слез пролили из-за того, что бездетно. Бай, прислушайтесь к словам старшей жены. Забейте скот. Не говори глупостей. Я ничего не буду резать». Заскрипев зубами, ответил рассерженный Жак. Расправляя подол своего синего халата, он направился обратно домой. Разозленного Жака по пути домой встретила мать Миндибая. Рослая, смуглая, скуластая, дебелая бегемдян, по характеру больше похожа на мужчину. Большинство людей побаивались ее из-за острого языка. Она говорила в лицо все, что думает. Хорошо зная об этом, Яков старался лишний раз не злить бегемдян. Он понимал, что ссора женщин никак не может украсить мужчину, поэтому был осторожен с ней. Сейчас, увидев красным, с опухшим от слез глазами, холодно ответивший на его приветствие бегемдян, Жаков почувствовал назревающий скандал из-за пропавшего ребенка. Опасаясь ее вспыльчивого характера, он постарался поскорее расстаться с ней. «Сестренка, почему у тебя такой заплаканный вид?» Как ни в чем не бывало, спросил Жаков. «Что с тобой случилось?» «А разве Чирда не сказала о том, что произошло?» С трудом сдерживая свой гнев, спросила бегемдян. «Нет», — ответил Жак, густо покраснев от лжи. «Когда ночью я зашла, вы спали. Все, что я думал, высказала вашей жене и ушла». «Что ты ей сказала?» «Вчера вы не привязали Тучунака. Когда он поскакал волоча поводья, Миндибай на своем жеребце последовал за ним и пропал. Ни его самого, ни его коня с тех пор нет». Да, скверная история вышла. «Я всегда уважала вас, обращалась к вам на «вы», навзрыд заплакала бегемдян. «А ты, не ставя меня ни в грош, плюешь на меня». «Эй, что ты говоришь?» – опешил Жаков. «Что я тебе плохого сделал? Я всегда уважительно относился к тебе». «Пропади ты пропадом со своим уважением, одинокий козел!» – крикнул во весь голос бегемдян. «Где мой сын? Найди его, негодяй!» «Думай, прежде чем что-то говорить, сестренка», – рассердился Жак. «Разве я велел твоему сыну поймать коня? Он сам за ним поскакал. Старый пердун, не знающий цену ребенка», – пуще прежнего забыла бегемдян. «Мы что, ваши рабы? Больше 50 слуг у тебя. Почему не велел им привязать коня? Почему не велел своей высокомерной младшей жене присмотреть за проклятой скотиной? Что стало с Миндибаем за ночь? Есть двуногие животные, четвероногие хищники. Может, мой сын стал их пищей? Что, если за твоего несчастного коня мой ненаглядный Миндибай сгинул? Запомни, если он пропадет, я тебя в покое не оставлю. Все твои бесчисленные стада не стоят даже мизинца Миндибая. Найди мне сына, вонючий, одинокий козел!»
когда, проклиная всех бегемлян, пошла домой, Джакоб до глубины души был задет и потрясен оскорбительными, ядовитыми словами. Оказывается, как бы богат ни был, если ты бездетен, все, и гроша ломанного не стоит. Весь затрясся от обиды Бай. Посмотри-ка на слова этой нищей голодранки. Весь мир, оказывается, не стоит и мизинца Миндивая, негодяйка. Значит, все мое богатство дешевле ее сопливого мальчугана. Жакоб сначала хотел пойти за неуспитанных женщин, проломить их головы, вырвать язык. Но, немного поразмыслив, он взял себя в руки и успокоился. Что ни говори, в словах это ненормально, есть доля правды, признал свою вину старик. Ведь бедная женщина переживает из-за своего единственного сына. Ох уж эти младшая жена и слуги! Если кто-нибудь из них вовремя привязал проклятого коня, не было бы этого скандала. При этих мыслях Жакоб начал злиться на слуг и Багдолот. Из-за этих ослов мне пришлось услышать столько обидных, оскорбительных слов. Раздраженно подумал старик. Теперь поздно переживать. Пока все не стало еще хуже, надо найти Миндивая. Тяжко вздохнув, Жакоб пришел домой и попросил одну из пастухов лошадь караковой масти. Чтобы не замерзнуть ночью, он надел теплый халат и нахлобучил на голову старый белый колпак. Натянув на ноги плотные валечные носки и сапоги красноватого цвета, Жакоб забрался на коня и отправился на поиски. Выйдя вечером из аила, старик крепко призадумался, не зная, где искать ребенка. Куда мог скакать тучуна? Тоскливо подумал Жакоб. Миндивай поступил по-детски, опрометчиво. Откуда его жеребенку гнаться за моим конем? Главное, чтобы он был жив-здоров. Если Миндивай стал жертвой хищников или пал от рук человеческих, бегемлян меня живьем съест. Как будто мало было проблем старику, так ясное небо заволокло тучами, и начался сильный ливень. До ниточки промокший, воющий, как вол, Жакоб, проливая горькие слезы, проклиная все на свете, всю ночь вел поиски Миндивая. Он окликал его по имени во весь голос, заглядывал во все ущелья, леса, под каждый камень долины Салканду. Но мальчика нигде не было. На рассвете старик перешел через островок Акоток. Когда на его другой стороне он приблизился к густому лесу, ближе к полудню навстречу внезапно вышел Тучунах. Увидев наброшенную на него шкуру белого тигра, Жакоб был безмерно потрясен. Видимо, Миндивая съел тигр, с ужасом подумал он. Горе мне! Что теперь делать? Видимо, когда тигр напал на ребенка, какой-то меткий охотник пострелил его. Чтобы хозяин узнал коня, он накрыл его шкурой зверя. Теперь бегемлян точно меня в могилу свезет. Ухватив коня и трясясь от страха, Жакоб собрался домой. В это время он увидел входящего из леса на жеребенка Миндивая, одетого в белый колпак, черный халат, опоясанного широким черным ремнем. Он, как ни в чем не бывало, беззаботно улыбался и светился всем ликом. Подъехав к Жакобу, Миндивай вежливо поздоровался с ним. Увидев живого, невредимого ребенка, Жакоб, не веря своим глазам, спросил его удивленно. «Эй, ты Миндивай?» «Да, это я». «Слава Богу, ты жив-здоров!» Не смог скрыть своей радости старик. «Что с тобой случилось? Где ты был всю ночь?» Вот, уважаемые товарищи, наше время истекло. Мы продолжим чтение нашего романа и беседу об этом на следующий раз. До свидания, до новых встреч.